Чором за ракарка. Барана ловим. И коварще. Следа вообще уже нету. Последний раз, когда приезжали сюда. Чором за ракарка. Перекор. Чором зара. Сбора. Все хорошо у нас в избе. Все отлично. Все как оставляли. Сейчас затоплю печку, нормально погреюсь. И дальше уже думать будем, что делать. Сейчас быстро тепло станет на избе. Вот так. Все, пусть топится. Хорошо, когда здесь сажали, что это? Не сажа, а вот этот зола. Когда она открывал, тогда он выскочил. Так, ладно. Надо заготовить тоже. Вот отсюда я сжег немножко, надо расколоть галышки. Колу я там и оставил, забыл. Точно. Ну ничего, сейчас раскалю дрова, запас еще занесу. Вот. Ну, между прочим, после выстрела на повороте я первого косача, когда добыл, основная стая сюда полетела, а одного видел вон туда. Не знаю, может где-то за опушкой сидели они за целый день. Фиг знает, что и думать. Я, короче, сейчас немножко поболтал там, поснимал на будни Олега канал и в телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, все ссылки в описании. Подписывайтесь и смотрите там маленькие коротенькие ролики. Там приваду искал, что-то там я не нашел, блин. Все планы запутались. Хочу сходить за речье, там еще 3 капкана поставить. И приваду нормально я не нашел. И что мне надо, еще дома забыл. Как назло. Раздену этот масхалат. Он, в принципе, сегодня не нужен. Избушка тепло. Просто кайф. Вот Panasonic еще вот на вторую камеру сегодня немножко поснимал для вас. Panasonic HKV 260. Ну, Panasonic 260. Full HD. Вот. 50-кратный зум у него. Вообще офигеть. Даже 90-кратный я и забыл. Вот 90-кратный зум. Огонь камера. Можно с километра приблизить. Все здорово. Это, ребят, запас дров уже расколол. В следующий раз приедем, чтобы затопить печку. Сухие дрова. Чтобы в избе были.
Тушенку буду греть. Большой обед организуем. Нагрел тушенки, мясо. С хлебом покушаю и все, не буду что-либо готовить. Конечно же, лучше дома так с тушенкой приготовить кашу с гречку или же еще намного плотнее, там вкуснее. Ну, сами понимаете. Да, кашу съел. Так. Ну, попробуем. Чай заварился. Мясо нагрелось. Можно и пообедать. Целый день еще не ели. Вкусно. Чуть-чуть даже соленый. Но всегда консервы мы готовим соленые, чтобы не испортилось. Вот смотрите, ребят, какая канава остается. Начинал что-то на лыжах идти. Вообще тяжело. Прям, знаете, пешком, блядь, 10 раз быстрее. От привада. 3 капкана поставлю. Ну, у меня стоят, просто надо насторожить. Не надо ничего подправлять. В прошлом году еще. Или позапрошлом году я ставил. Там ничего не сгнило еще. Да, конечно же, пешком. Блядь. Конечно, намного легче идти. Фу, на лыжах, конечно, жесть. Снега мало. Все, валежники еще торчит. Бревна, валежники, сучья. А так иду вот. Просто спокойно иду. Ладно. Сейчас ходим до болота. Вот какие-то следы. Не то горностай, не то маленькая куница. Не крупная куница, может, даже. Вот. Ну и тут капкан недалеко. В общем, ребят, я дошел до болота и решил еще, если смогу, схожу где-то 1,5 километра, потому что в лесу хорошо идти. Сейчас там насторожил последний капкан. 3 капкана поставил, следов нету. Ну и период такой, возможно, что зверь лежит, зверьки вот эти, пушнина, снег становится глубоким, они просто отлеживаются, не ходят. Так, конечно, вот здесь, наверное, уже может и даже и лыжи не помешают. На пустыре там глубже, наверное, снег. Хочу посмотреть, где-то они здесь, косачи. Стопудов в эту сторону они летели сегодня. Куда вот только они
нырнули. Где их искать? Далеко ли? Так, блядь. О, здесь снега больше, конечно. Да, намного больше. Но потихоньку схожу, что возможно, что смогу. По своим следам возвращаться обратно буду. Где-то возле опушки. Метров 30 так буду идти. Три патрона есть. Для гладкоствольного больше нету. Капец, ребят. Это полкилометра прошел. Вообще старых следов даже нету. Чтобы они здесь лунились. Старых лунок вообще нету. Так вот иду в надежде, а вдруг где-то, ну они где-то тут. Болото тоже большое. И самое главное, куда-то в эту сторону они летели вроде. Ой, может на луга где-то. За этим опушком там луг. Там ягель. Короче, пока не нашел их. Иду. Если напрямик, вон еле видно. Вот такой бугорок. Тайга. Вот так вдоль опушки леса тащусь. Без толку. Я не знаю. Дальше, наверное, может даже не стоит уже идти. Здесь начинается такой вот, ну, лесной массив. Здесь такого пустыря нет. Но это без разницы для них, конечно. Где им нырять под снег. Но, как ни странно, даже старых лунок нету, ребят. Хотя они уже с первым снегом в этих местах на лугах кормились. Люди добывают, гоняют их. И я в том числе уже второй раз приезжаю и их вижу. Они есть. И немало, между прочим. Но самое главное, я не нашел, где они в лунку прячутся. Просто не нашел. Мне надо уже обратно думать, возвращаться. Фу, бля. Устал немножко. Ну, фиг с ним, это усталость. Но пить хочется. В горле все пересохло. Радиатор закипит, наверное, скоро. Вот сюда снегоходы нужен для поиска. Просто едешь и смотришь. Нашел, подошел. Бах-бах. Как удастся. Пешком просто очень тяжело. Да и на лыжах сейчас как-то вот распутиться. Ни на лыжах, ни пешком так. Давайте еще фиг с ним 200 метров пройду. И все. Буду возвращаться. Ну все. 100 метров я еще прошел. Ну и тут тайга, смотрите. Болото здесь. Очень много леса. Ну нафиг. Этот поход может получится даже поход в один конец, если не рассчитать силы. Надо возвращаться. Ну нафиг. Заманчиво, конечно. Идешь так. Все надеешься. Так силы закончатся, еще замерзнешь. Все, ребят, сдаюсь. Фиг с ним. Я надеялся. Наверное, по своим следам так и пойду. Так. Шаг надо взять свой. Вот. Так, наверное, легче будет. Вот это я прошагал. Ух.
Вон оттуда. Смотрите, сколько прошел. Больше километра, наверное. Конечно. Все, шабаш. Пойду на избу, соберусь. И дальше посмотрим, что делать. Прошел где-то половину пути, обратно иду. Такая борозда, как будто кабаны тут ходили. Остановился, чтобы показать вот это просторы. Ну, примерно ширина 4 километра. Если отсюда пересечь вот это болото. 4 километра, наверное, есть. Там озеро большое, я вам снимал тоже, шалаши, все это показал. И там за этим озером там открытое место, где гусей обычно стреляют у нас. На весенней охоте. Только весной туда садятся. Осенью на озеро. В основном лебеди, гуси, утки, все это на озере. И от озера еще где-то расстояние на полкилометра, грубо говоря, еще может быть поблизости возле озера садятся на берегу. Я вот там тоже одного гуся за всю охоту пока и стрелял. Тоже на берег он сел. Не на озеро, а на берег. Вот я подошел, короче. Только шею увидел, голова и шея, а сам на земле сидит. Прицелился в шею и попал. Там в грудину, наверное, 3 дроби, помнится, попадание было. Но не так далеко был этот гусь. Примерно 30 метров подошел. Фу, блин, пить так захотелось, вообще жесть. Весь сок у меня вышел, пока я полз. Прям отнимает силы, реально, ребят. Поверьте. Скорее бы изба уже. Сейчас, ребят, с охоты я плавно буду переходить на зимнюю рыбалку. Где-то, возможно, буду снимать, где-то в онлайне заходить. Дальше вроде как теплые дни обещают. Даже нулевые. Если тепло будет, я буду рыбачить. Может, даже этот фильм выйдет раньше этого фильма, сегодняшнего похода. Если от села там недалеко схожу, то в онлайн режиме там можно включиться, реальную рыбалку показать. Ну как реально, я имею в виду в онлайне, как я сижу, как рыбачу, без монтажа, без ничего. По дороге слышно, буран едет. Наш родимый. Россия орят. Иномарки тихие, китайки. Русская механика рулит. По дороге спускается. Фу. Ну вот. Основное уже позади. Вон это. Ту-ту-ту-ту-ту. Еще одна та пушка осталась. Я уже зайду в тайгу. Сам себе не верю, что я вылез отсюда. Ну вот. Самое сложное позади. Сейчас по тайге меньше снега тут. Легче идти. Фух. Половина снега на деревьях, вон, смотрите. Да, так что сейчас на большие расстояния нереально ходить одному. На лыжах, но от силы 5 километров и начнешь просто уставать жестко. Лучше на рыбалку, чем такие походы. Ой.
крутой спуск. Я, наверное, упаду. Нафиг. Упаду. Потому что лыжи не прикрепил, ничего. Легко можно упасть. Ну, там уже на 6 бар, ребят. Дошли. На обратном пути каждые шаги считал. Я до такой степени устал. Жесть. Ух, вот это да. Пипец. Силы куда-то просто вот ушли еще. Или давление такое на улице вроде как потеплело. Какая-то вот чувствуется какая-то сырость. Блядь, еще не для ходовой охоты я одет. Фу, сейчас я зайду в избу и буду отдыхать. Не меньше часа. Так, ребят, попью чай. Вот зашел я в избу. В избушка очень тепло. Скажу вам, даже жарко. Разделся, так как я весь сырой. Чай, дефицит тоже, бля, одна кружка. Все. Я не напьюсь. Это мало. Литр воды не хватило сегодня. Вот. Ну, что сказать. Сейчас уже буду нормально остыну. Вещи немножко пусть подсохнут. И уже обратно поеду. Планы еще, конечно, были у меня другие, но все кардинально у меня изменилось в голове. Я хотел сегодня немножко протоптать дорогу в сторону второй избы. Но что я сейчас прошел, что я сейчас увидел, просто расхотелось. Во-первых, для снегохода не так много еще снега. Там кругом валежники, я просто замучаюсь. И во-вторых, сейчас ни на лыжах, ни пешком. Там делать, в общем, нечего. Дни короткие. Время сейчас сколько? От силы, наверное, 2 час, а уже темнеет. Так что, наверное, буду я сейчас дальше рыбачить. Походы чуть позже. В следующий раз, когда приедем, уже проверим капканы на куницу. Вот здесь большой круг. А эти 3 капкана как-нибудь в другой раз. Вот так. Вот, блин, буржуйка радует. Охапку дров вот я закинул сегодня, и тепло. Кирпичная, вот для таких быстрых походов просто замучаешься. Ты вот за день не успеваешь нагреть избу. Кирпич нагреть. Да. Ребят, ложился там, полежал. Дольше лежать не стоит, блин, засыпаю. Надо ехать. В общем, избушку порядка оставляю. В печи там угольки немножко остались. Ну, чайник пустой, все пустое. Ладно, спасибо, изба. Поедем домой. Здесь закрыто. Топор сейчас здесь оставил. То прошлый раз вон там, оказывается, я оставлял. Забыл. Вот. Следующих походов.
Ватник обязательно одену. На дорогу выйду, там одену. Ух. Может, не надо подсунуть. Ладно, изба, давай. Надеюсь, скоро приедем снова. Все хорошо. Вот так, ребят, выглядит. Колени все в тепле, под ватником. Имейте в виду. Ну так, это я быстро сделал. А можно поаккуратнее что-нибудь придумать. Самое главное, чтобы комфортно и тепло вам было. Ну и на этом буду заканчивать. Всем спасибо за ваши просмотры. Ждите новые фильмы. А я поеду домой. Все, до новых фильмов. Всем спасибо и пока.